инициатив о новом конкурсе, который объявлен. Дедлайн у нас 30 июля. Не забывайте, по Москве 23:30. Ни раньше, ни позже, никакого продления не будет, несмотря ни на что. И поэтому особенно хочу вот сразу сказать тем, кто впервые, да, будет сегодня слушать о конкурсе, организатором которого, ну, здесь посредством учредительства будет являться фонд президентских грантов. Хочу сказать, что это, наверное, будет новое для вас направление. И поэтому давайте мы прямо сейчас с вами отправимся в путешествие под названием «Социальное проектирование в области культуры». С вашего позволения, да, я вас хочу попросить, если вы хотите, чтобы вам была отправлена презентация, чтобы мы вам отправляли впоследствии рассылку, а мы ведем рассылку по всем участникам конкурсов грантов главы Республики Саха-Якутия, участников и не только победителей фонда президентских грантов, участников конкурсов фонда Потанина, Тимченко, фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Росмолодежи, муниципальных проектов, допустим, город Якутск, народный бюджет. Очень хороший такой конкурс, он продолжается. Тоже мы делаем такую рассылку и не столько по WhatsApp, сколько по почте. Поэтому я хочу попросить вас, уважаемые коллеги, представители особенно муниципальных учреждений, с кем мы не знакомы, представители управления культур муниципалитетов, напишите, пожалуйста, в чат, как вас зовут, какую организацию и какой улус вы представляете, ваш телефон и вашу почту. И тогда вы гарантированно будете получать рассылку единого ресурсного центра, который создан в прошлом году специально для того, чтобы мы развивали социальное проектирование, чтобы мы оказывали консультационную, образовательную, методическую, информационную поддержку. Раньше нашими целевыми группами были некоммерческие организации, лидеры гражданских инициатив, волонтерских молодежных движений. Но с сегодняшнего дня мы познакомимся с вами. Добрый день, Чурапчи. Приветы шлет, да, с представителями школ, музеев, клубов, библиотек. Это очень здорово, потому что вы как раз являетесь теми центрами, культурными центрами на своей территории, и ваши проекты очень нужны и важны. Мы только что провели встречу с главой Алекминского района Николаем Николаевичем Харбиным и с заместителем главы Булунского улуса Владимиром Германовичем Милославским. И мы как раз обсуждали буквально час назад о том, что необходима поддержка культурных идей, проектов, которые сейчас в такое, в принципе, ну, сложное, непростое время, непонятное эпоху пандемии, заставит нас объединиться, объединить ресурсы для развития нашей с вами родной республики. Я вас всех приветствую, и с вашего позволения хочу перейти к презентации. Я включаю демонстрацию, да? Скажите, пожалуйста, видно ли нашу презентацию? Можно кивнуть головой, и мне будет все понятно. Видно? Отлично. Тогда мы приступаем. Наш вебинар сегодня конкурс президентских грантов, я его так назвала, абсолютно я не разделяю фонд президентских грантов, фонд культурных инициатив. Это все создано по образу и подобию, по указу президента Российской Федерации в целях развития некоммерческого сектора, инициатив, но только в данном случае в области культуры. Представляю фонд «Семья для ребенка», единый ресурсный центр, как я уже вам сказала об этом. Дальше, значит, действительно объявлен конкурс, и это было очень интересно, когда в июне у нас проходил марафон для некоммерческих организаций и активистов Республики Саха-Якутия. Мы назвали это мероприятие «Летний онлайн-марафон».
Ввиду понятных причин гражданский форум перенесен на август месяц этого года, и пока неизвестно, будет он онлайн или офлайн. И поэтому к нам, когда прилетело 3 эксперта из Москвы, Челябинска и Владивостока, мы решили провести онлайн-марафон, на котором мы впервые рассказывали 23 числа о конкурсе президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, креативных индустрий. И это действительно очень, но это новая сфера, это новый абсолютно фонд, президентский фонд культурных инициатив, учредителем которого является фонд президентских грантов, созданный в 2017 году. Но наверняка здесь есть представители некоммерческих организаций, которые помнят, как в 2014, в 2015 году было 9 разных грантооператоров, и мы с вами свои проекты отправляли в 9 разных направлений: культура отдельно, молодежка отдельно, патриотика отдельно, ЗОЖ отдельно, для того, чтобы не было вот этого разных грантооператоров, разных правил игры, был создан фонд президентских грантов, который, собственно, объединил направления все, которые, ну, практически все, которые есть в федеральном законе номер 7, пункт 31.1, то есть социально ориентированные те цели, ради которых создаются обычно некоммерческие организации. И некоммерческие организации, прекрасно мы знаем, что мы созданы именно для реализации общественно полезных целей. И в том числе культура туда тоже входит. Сегодняшняя наша встреча, она направлена на то, чтобы мы с вами, наверное, поговорили о вновь созданном фонде, об условиях конкурса. И я хочу прямо вот большую половину посвятить именно проектированию. Потому что я уверена, те проекты, которые направляют на конкурс, ну, значит, ведомство, допустим, Министерство культуры, да, и духовного развития, я знаю, что у вас были конкурсы даже для физлиц, правила игры чуть-чуть другие. Хочу сказать, что вот сейчас закончился прием заявок на конкурс Илдархана, грантов главы Республики Саха-Якутия. Приблизительно очень похожи вот эти правила, положения. Есть единый портал grants-yakutia.click, есть единый ресурсный центр, мы являемся администраторами этого конкурса, мы принимаем заявки и по первичным признакам, мы их, значит, оцениваем. И дальше все эти заявки поступают в уполномоченный орган Министерства по делам молодежи, социальным коммуникациям. Дальше сейчас они находятся у экспертов на проверке. Потом будут объявлены победители. В принципе, все у нас похоже, вроде бы. Но я всегда говорю о том, и специально вчера и позавчера слушала вебинары. Обратите внимание, в YouTube есть 2 очень хороших вебинара. Я очень хочу, чтобы вы их просмотрели. Особенно первый, который был 24 июня этого года, где господин Карманов, руководитель этого фонда, говорил о том, что в первую очередь откройте, пожалуйста, положение о конкурсе. И вот с этого должно начаться наше с вами проектирование. Если мы не открывали положение, и мы абсолютно уверены, и я верю, что наши проекты все грандиозные и очень актуальны, злободневные и так далее, то это не значит, что мы можем победить. Есть правила игры, и мы говорим о том, что проектирование – это творческий, конечно, такой же, как и в области культуры, процесс, но грантооператор, он нам в своем положении четко указывает, да, во-первых, кто может подаваться, кто не может, когда, по каким направлениям, для кого путь закрыт в этом конкурсе, и не нужно даже тратить никакие усилия. Дальше, в положении указаны критерии оценок экспертов, и это нужно сделать, наверное, пунктом 3 в проектировании, потому что правила игры, они очень отличаются. Разные министерства, ведомства, разные грантооператоры. В фонде Потанина, например, мы отчитываемся 1 раз после того,
как уже реализовали проект. И обратите внимание, что фонд Потанина поддерживает музеи, в том числе частные, муниципальные. А фонд Тимченко, Елены и Геннадия Тимченко, они поддерживают, есть такое направление «Культурная мозаика», поддерживают проекты различного культурного направления на территориях, в том числе малых арктических территорий. Тоже обратите внимание, и положение будет другое, правила игры будут другое, уровень отчетности будет другое, сроки, требования, жесткость приема отчетности и так далее тоже будет отличаться. Но здесь прямо на берегу хочу сказать, до календаря события, хочу сказать о том, что мы, получая и вообще подавая заявку на конкурс Фонда культурных инициатив, должны понимать, что мы с вами подаем заявку на соискание гранта президента Российской Федерации. Соответственно, уровень ответственности, я думаю, подготовка документации, проверить, не требуется никаких справок прикреплять, кроме устава, да, но проверить, есть ли у нас задолженность на всякий случай. До 1000 рублей можно, но лучше все погасить. Если у нас какие-то шероховатости в пенсионном фонде, ФСС, статистика, налоговая, Минюст, вот до 15 июля, хочу напомнить, дедлайн сдачи отчетности в этом году для некоммерческих организаций. Все это, если даже не просит грантооператор у нас справок, будет проверяться командой фонда уже после того, как мы подадим заявку. Поэтому это нужно учитывать. Ответственность очень большая. И если у нас с вами мотивация большая, но все-таки проект еще сыроват, команда не готова, и мы с вами, получив грант в размере, допустим, 1 000 000 рублей, нам будет очень сложно заранее понять и отчитаться, как мы будем реализовывать, отчитываться и так далее, то я считаю, нужно 7 раз отмерить, 1 раз отрезать. Хотя руководитель фонда вчера вот в вебинаре на YouTube прямо набирайте фонд культурных инициатив, два вебинара от 24 июня руководитель фонда сказал, если вы хотите проверить, каким образом работает этот, значит, процесс подачи заявки и получения гранта, то, конечно, надо попробовать. Кто не попробует, тот и не узнает. Но мы, вот наш единый ресурсный центр, мы созданы на базе фонда «Семья для ребенка». У нас есть 3 проекта, поддержанных фондом президентских грантов. Знаем, что уровень аналитической и финансовой отчетности достаточно высокий, и вот за каждый потраченный рубль гранта мы должны отчитаться в виде фото, видео, списки, значит, это будут списки, это будут различные методические пособия, издания, книги, фильмы, ролики, все это прикрепляется. И все это подача будет онлайн, поэтому, уважаемые коллеги из Арктики, вам точно нужно заручиться поддержкой администрации, или, я знаю, вот в Устьяне создавали коворкинг-центр, или в коворкинг-центрах разместиться и заполнять заявку, конечно, там, где более скоростной интернет. Это очень важно, и важно понимать, что реализовывать и отчитываться вы будете с помощью системы Сбербанк Бизнес онлайн. Соответственно, нужно будет получать модем, токен и подключать услугу e-инвойсинг на спецсчет, который в случае победы вы откроете в Сбербанке. Именно и для этого, коллеги, нужно прямо лететь к нам сюда, в Якутск. Вот такая история. Ну, ради гранта по доверенности, в принципе, это все получалось и у жиганских наших коллег, и у устьянских, ну, кто вот и в Арктике получал. Вот ближайший конкурс, который завершен фонда президентских грантов, коллеги, родовая община из Момского УЛУСа получила, и вот сейчас руководитель прилетел, мы помогаем оформлять вот все эти нюансы совместно со Сбербанком и учим, как отчитываться онлайн. Все это будет онлайн, никаких бумажек. Значит,
Начало реализации проектов, которые вы сейчас уже свои будете подавать, или уже, возможно, кто-то из вас зарегистрировался на портале и подал. Кстати, в чате напишите, пожалуйста, поставьте, пожалуйста, плюсик. Те, кто из вас уже зарегистрировался на портале Фонда культурных инициатив и примерно представляет этот интерфейс, поставьте, пожалуйста, плюсик, и будет понятно, много или нет. Дмитрий, мне просто не видно, вы мне скажете, ладно, приблизительное количество. Вот, значит, вы можете, несмотря на то, что вы о победителе мы узнаем не позднее 15 сентября, можете в своем календарном плане закладывать мероприятие уже с 1 июля, тратить свои деньги и потом их восстанавливать за счет Фонда культурных инициатив. Вот такая интересная новая фишка, такого я еще не встречала. То есть приступать вы можете уже сейчас. Но где гарантия, что вы выиграете грант, поэтому все риски, пожалуйста, на берегу просчитайте. И все-таки для проекта актуального и эффективного должны созреть все, как я говорю, объективные и субъективные предпосылки. Дальше. Срок завершения проектов не позднее 31 декабря 2022 года. То есть, посмотрите, у нас с вами есть 1,5 года на проект, это как максимум. Но это не значит, что ваш проект должен быть обязательно до декабря 2022 года. Проект может быть полугодовой, годовой, полуторагодовой. Но иногда мы встречаем, и на гранты главы мы видели, проект отправляется, а ему, значит, в календарном плане аж на 3 года. Это не проект. Это государственная программа Республики Саха-Якутия. Вы должны понимать, что социальное проектирование, да, здесь слово «социальное» не от того, что это соцподдержка, а это социум, это население, это общество, это общественная инициатива, это общественный проект, и он, конечно, вот как я сказала, он может быть направлен географически на территорию, где вы проживаете. Обратите внимание, где зарегистрирована ваша организация, может ли она географически на всю республику действовать или нет. И, значит, полгода, год, полтора года – это максимум для проекта. И как сказал руководитель, господин Карманов, да, руководитель Фонда культурных инициатив, ваши проекты могут быть долгосрочными, конечно, у вас на бумаге, решением вашего учреждения, вашей организации, но тогда вы его должны разбить на блоки. Первый блок у вас вот год, следующий блок, и вы будете подаваться, может быть, на другому гранту-оператору или продолжать эту историю. И третий блок завершающий, если это многосерийный, например, фильм, то, конечно, здесь невозможно эту историю за полгода закончить. Здесь все понятно. У нас запрещенный контент идет. Посмотрите, Дмитрий, удали, видео удали, у нас там запрещенный контент, посмотрела сюда. Дальше, окончание приема заявок 30 июля, я сказала, в 23:30. Просмотри всех и удали видео. 30 июля, окончание приема заявок 20:21 и 23:30 по московскому времени. Понятно, да? Шаг вправо, шаг влево, к сожалению, ничего продлять не буду. И не позднее 15 сентября 2020-2021 вы узнаете объявление о победителе. И уже от этого будете отталкиваться, получатель ли вы гранта или нет. Давайте теперь поговорим о том, кто же может стать участниками этого конкурса. Нашли, да? Зафиксируйте себе, кто это был. Участниками конкурса. Полный перечень требований к участникам конкурса приведен. Еще раз показываю положение о конкурсе, да? Но давайте разберемся. Некоммерческие организации, за исключением тех организаций, которые были, учредителями которого являются государственные учреждения, государственные корпорации, государственные компании, политические партии.
То есть некоммерческие организации, знаете, да, что различные бывают формы организационно-правовые. Это может быть общественная организация, фонд, учреждение, это может быть ассоциация, это может быть община, это может быть казачье общество и так далее. Дальше движения различные, в том числе в области культуры. Коммерческие организации – это впервые вообще участники конкурса. Коммерческие организации, индивидуальные предприниматели. Обратите внимание, частные музеи, частные клубы, частные кружки, школы, которые оказывают социокультурные услуги. Да? И вчера я тоже внимательно слушала, и был такой вопрос со стороны представителя фонда президентских грантов, а может ли подать организация, у которой в уставной деятельности нет такого направления, прямо не прописано четко, культура, да, или в области культуры, искусства, креативных индустрий. И на что сказал руководитель фонда: может, если этот проект направлен именно на те направления, которые мы сейчас с вами посмотрим. И что очень отрадно, это муниципальные учреждения и предприятия, библиотеки, клубы, школы, учреждения дополнительного образования, да, могут подаваться. И мы знаем, что на конкурс главы республики, к сожалению, только некоммерческие организации могут подаваться. Допустим, Росмолодежь, только физлица, да, могут подаваться, и вузы, СУЗы. То здесь очень здорово, что муниципальные учреждения в эпоху секвеста, в эпоху дефицита бюджета могут принимать участие в конкурсе. Дальше. Давайте посмотрим типы проектов, тематические направления. Их очень много, и я прямо вот в скобочках записывала то, что между строк вчера читала и позавчера на вебинарах руководителя фонда культурных инициатив. Значит, проекты в области культуры и академического классического искусства, здесь более-менее все понятно. Понятно, да, что это может быть музыка, это может быть театр, это, там примеры были, значит, Чехова, спектакль и так далее. Вот межотраслевые, сетевые, культурные, кросс-культурные проекты вызвали вопросы. Очень много было вопросов, и в чате, я прямо из чата некоторые ответы вот в эти скобочки и поставила. То есть все, что на стыке культур, все, что офлайн мешаем с онлайном, все, что взрослые вместе с детьми, все, что молодежь пошла со школы 3-го возраста, да, провела какой-то фестиваль, акцию и так далее, будьте любезны, пожалуйста, подавайте на вот это направление. Образовательные наставнические проекты в области культуры, искусства, креативных индустрий, включая цифровые технологии, это все наши школы, это клубы, это кружки. И не только старый формат, но, как мы видим, новый цифровой формат. Дальше. Проекты по выявлению поддержки молодых талантов в области культуры, искусства, креативных индустрий. Вот как раз рассказывали нам очень хорошо. Я прямо настаиваю не только положение прочитать, но вот эти 2 вебинарчика посмотреть все-таки, да. Это не займет у вас много времени, но приоткроет те завесы, которые кажется, что существуют, и мы идем вроде бы как в темной комнате, и ищем черную кошку. Нет, абсолютно все открыто, прозрачно, и надо понимать, что вообще некоммерческие организации отличают от коммерческих, то, что не только общественно полезные цели, но и обязательно 100% открытость. И что информацию, которую я получила вчера, это как раз конкурсы, фестивали, акции, где вы собираете молодых талантов вашего наследия и выявляете их, и лучших талантливых молодых людей вы поддерживаете. В виде, в каком виде, это уже в рамках вашего проекта. Да, наши коллеги-администраторы разместят в чате, да,
всю нашу информацию, номер телефона, почту и YouTube-канал, и все наши соцсети. Для чего? Для того, что вы можете к нам выходить, мы вас постараемся проконсультировать, и проекты, которые будут к нам отправлены, ну давайте так, не до 30-го, а хотя бы до 25 июля, мы постараемся сделать экспертизу абсолютно бесплатно, проверить их. Мы распределим между нашими 7 экспертами. Сейчас у нас уже Оленек, у нас музей «Моя Россия», да, «Россия. Моя история», 3 проекта вот на проверке лежат, Чурапчинский район и так далее. Есть распределение еще, кстати, Министерство по делам молодежи делало по другим ресурсным центрам. Но вы можете к нам обращаться, мы постараемся быть вам полезны. Дальше, проекты креативных индустрий. Вот это очень интересно, и мы не всегда понимаем, что это такое что-то. Это как устойчивое развитие, да? Развитие устойчивое, но где? Что это такое, как это пощупать, и как об этом рассказать, и тем более проект написать. Но здесь как раз я бы хотела обратить внимание в том числе молодежные инициативы, потому что креативная индустрия не только в том числе в области литературы и издательского дела, дизайна, моды, арт-музыки, саунд-дизайна, архитектуры, урбанистики, все эти малые архитектурные формы, новые медиа, мультимедиа, технологии, кино, театр, игры – это VR-технологии, это кино, музыка, это гейм-индустрия, но понятно, что не та гейм-индустрия, которая нас нацеливает на какие-то такие, скажем, проекты, основной целью которой будет далека от культуры и искусства, да, такие точно не будут поддержаны, там, где у нас, ну, будем говорить, там, стрелялки или что-то на уровне рефлексов и инстинктов, нет. А вот как раз давайте все-таки каждый раз, когда мы разрабатываем проект, вспоминать, что это президентский фонд культурных инициатив. Соответственно, если это геймеры, то эти геймеры должны быть в области развития культуры, искусства и так далее. Ну, например, это может быть патриотика. Вот мы сегодня обсуждали к столетию ЯССР в следующем году. Наверняка будут актуальны проекты по патриотике, за что я люблю свой край. Сегодня мы обсуждали с руководством Алмаз-Регенбанка, подвели итоги конкурса, который мы 2-й год проводим в зоне присутствия банка в 16 улусах. Кто-то, может быть, из вас подавался. Обратите внимание, что такой конкурс тоже есть. Мы думали о том, что в следующем году наверняка необходимы проекты в области патриотики, как раз социокультурных мероприятий, различных таких привлечения внимания молодежи, любви к родине, да, своего края. Ну и тут не подходит, но мы подумали, что экология – это тоже экологический проект, следующий год тоже будет актуален. Но это, наверное, не сюда. Дальше. Проекты, предусматривающие проведение фестивалей, премий, форумов в области культуры, искусства, креативных индустрий. Обратите внимание, кто планировал подавать в сентябре в фонде президентских грантов на их конкурс, этого направления не будет. А направления культуры уже в фонде президентских грантов не будет. Уже не в сентябре не будет смысла подаваться, поэтому только сейчас до 30 июля здесь и сейчас. Так, стартапы в области культуры, искусства, креативных индустрий. Это новые идеи. Вот я прямо так и написала, прямо дома, то есть в родном мадутском наследии Намского улуса мы поддерживаем муниципальное учреждение на стартапы, то есть не было этого кружка, клуб этот не действовал. И вот мы только с 2021 года, с сентября или уже с 1 июля решили ввести вот эту креативную индустрию, новую идею и прямо на своей родной земле. Вот тогда стартапы не должны быть очень большими, крупными,
наверное, региональный стартап сложновато будет. И вообще совет такой, здесь надо понимать, что может подаваться организация без возраста. То есть вы могли получить устав и учредительные документы вчера, и уже можете подаваться. То есть не надо ждать полгода, год, как в фонде президентских грантов, как в других конкурсах. Вы подаетесь прямо с нуля. И вот тогда стартап, и моя рекомендация личная, обратите внимание на свой устав. Если у вас в уставе написано, что вы зарегистрированы в наследии, допустим, вот Мадуцкий наслед Намского улуса, соответственно, подавать на проект республиканский вы не можете. К вам, конечно, могут приехать из других районов наследов, но это не будет республиканский проект, и, соответственно, он не должен быть финансово емкий и тяжелый. Ну, я не рекомендую стартапы подавать свыше 500 тысяч рублей, потому что проходной балл будет достаточно высокий, а новичкам, да даже не новичкам, а выиграть не всегда с первого раза получается достаточно легко. Лично мой опыт и моей организации мы победили только с 4-го раза. И я считаю, это нормально. Это настолько закалило, это настолько научило проектировать, и мы действительно шли именно с главной, с настоящей идеей, и стремясь к конкретной своей миссии. То есть вся вот эта, как сегодня сказал очень хорошо глава Лёкминского района, мишура вся отпадает, остается настоящая команда, настоящие действия для того, чтобы достичь цель и качественных, количественных результатов. И проекты в области современной популярной культуры. Вот здесь тоже был вопрос, на него тоже было сложно ответить руководителю фонда, но он сказал, вот поп-культура – это поп-культура. Но обратите внимание, что в комиссии координационной Игорь Матвиенко, который является продюсером, например, такой поп-группы Любэ. Вот, соответственно, да, делаем выводы. Давайте еще советую по сайту побродить. Сайт достаточно красивый, модерновый. Я вот скриншоты делала оттуда, ничего не выдумывала, вообще никогда не люблю выдумывать велосипеды. Все придумано. Посмотрите, как красиво. Посмотрите, тоже не помешает посмотреть, кто в совете, кто в комиссии, кто будет принимать решения по проектам свыше 10 миллионов рублей. Посмотрите на лица этих экспертов, и наверняка, может быть, у вас тоже появится идея свыше подать или все-таки, значит, все взвесить. Вот они, тематические направления. Тоже непонятно, что за направление. В фонде президентских грантов такие направления, не направления, а как бы под направления были, и мы их рассчитывали, даже такой лайфхак у нас был, что обратите внимание, что это как задача. А нет, здесь культура, это интересная история, это творчество, это креатив, и здесь есть тематика. И раньше мы прямо, когда сюда приезжал 2 или уже 3 года назад Владимир, 2 года назад Илья Владимирович Чукалин, генеральный директор фонда президентских грантов, мы прямо задавали вопросы, а какие тематики будут популярны в следующем году. Да, в Росмолодежи, когда господин Бугаев его возглавлял, и был, помните, молодежный фестиваль «Мусустар», онлайн тоже молодежь Якутии задавала вопрос, а на какие направления подавать? Патриотика, вот, когда было 75 лет Великой Победы, понятно, что сохранение исторической памяти тематика была более актуальна, да. Ну вот в области культуры вы видите, здесь особо им не говорить, наверное, нету смысла, потому что здесь все указано. Нация созидателей, ученые, проекты креативных индустрий, креативные достижения страны, место силы, малая родина, региональная история, локальная идентичность. И мы вот говорили сегодня с
представителями, да, глав улусов, что как раз наш ИСЭХ, наш национальный праздник, это действительно место силы, это действительно наша национальная идея. И я думаю, что это тоже очень логично сюда вписывается. История страны вехи – это то, чтобы, как это называется, это чтобы помнили, это наша память о выдающихся деятелях, о событиях в жизни российской культуры. Культурный код – это тоже интересное словосочетание, которое впервые мы от экспертов услышали вот во время марафона. И действительно наш культурный код, он, в чем он заключается? Наверное, оценивать очень сложно будет. Мы уже сегодня с нашими экспертами обсуждали, наверное, оценка проектов в области культуры, она очень сложна, потому что эффект просчитать очень сложно, да, а в рамках этого культурного кода или нет, доказать будет тоже, наверное, непросто. И, конечно, экспертному сообществу этого фонда будет точно непросто оценивать проекты, потому что вот сложно здесь посчитать, что называется, по головам, по благополучателям. Здесь именно какое качество, да, как изменится жизнь людей на селе, если будет реализован этот проект. Качество жизни, как изменится. Дальше великое русское слово, это продвижение русского языка и литературы. Дальше, наверное, это тоже к нам относится многонациональный народ. Вот эта тематика, она интересна достаточно. Этнокультурное многообразие России, культурное глобальное преимущество, коренные малочисленные народы Севера, наши различные уникальные проекты. Вот, допустим, Момский район, руководитель родовой общины победил в конкурсе фонда президентских грантов, и ведь не на то, чтобы ему выделили грант, на его традиционное природопользование, то есть на занятия оленеводством, а его поддержали и выделили 500 тысяч рублей именно для сохранения и распространения танца эджи, эвенского. Вообще новаторы живут в далеком наследии Момского улуса. Вот. Дальше. Молодые лидеры, выявление, поддержка талантливых лидеров в области культуры, искусства, креативных индустрий. И хочу сказать, что как стартапы, рассмотрите, пожалуйста, уважаемые коллеги, особенно в муниципалитетах, что Росмолодежь как раз поддерживает талантливых молодых людей. Недавно закончился фестиваль Таврида в Крыму, где приняла участие Алиса Долгунова, которая пришла к нам, она виртуоз в органной музыке, владеет хамусом, но кроме того у нее есть образование, она окончила Гнесинку, да, и у нее такая идея, она отправила заявку на Тавриду, вот смотрите, это именно креативные проекты среди молодежи, среди физлиц. Отправила, ее пригласили, но пригласили с условием, что она приедет через 3 дня с собственным проектом, который будет защищать. Мы помогли ей, наш Дмитрий Куприянов, разработать проект. Все получилось успешно. И, конечно, когда она вышла в национальной одежде с хамусом на Тавриде, сыграла и рассказала, что ее проект направлен на обучение молодых людей в органной музыке в арктических далеких улусах, она победила и привезла в нашу республику 699 тысяч рублей. Физлицо. Росмолодежь с этого года в руки от 14 до 35 лет на проекты, в том числе креативные, может выделить до 2,5 миллионов рублей. Вот, поэтому молодые лидеры, прежде чем дойти до фонда культурных инициатив, может муниципальное какое-то учреждение их поддержать или ассоциация, да, некоммерческая организация, мне кажется, можно пройти вот этот путь от Росмолодежи, от фестивалей, Таврида и так далее. И я горжусь, проекты направлены на освещение ярких, славных страниц
отечественной истории, понятно, Великая Отечественная война, понятно, что это различные те вехи, которые, ну, не прошли мимо ни одной нашей семьи еще в Советском Союзе. И мне кажется, вот сейчас геополитический мир, он такой неоднозначный, он хочет, некоторые из стран хотят, чтобы мы забыли свою историю. Вот как раз эта тематика, она направлена на то, чтобы мы, и особенно подрастающее поколение, школьники, молодежь, мы не забывали того, что было сделано, подвиг, да, страны. Вот, это основные тематические направления, и здесь, что, как говорится, нужно, чтобы файлы срослись. Вот с тем предыдущим, да, что я говорила, направление, но и еще и тематические. Здесь нужно, чтобы все у нас с вами срослось. И тут, прежде чем мы перейдем к проектированию, я, конечно, не смогу передать всю вот эту технологию проектирования от А до Я сегодня. Я думаю, что мы еще продолжим. В Нюрнбергском районе у нас буквально вчера двухдневный семинар очный закончился. Мы планируем в Вилюйский район выехать. Если получится, и вы нас ждете, мы выедем в Верхневилюйский район. Ну и онлайн мы тоже еще, я думаю, встретимся до 30 июля, когда мы можем на примерах, если вы не будете жадничать или завуалируете свой проект, мы можем взять один проект и на одном примере прямо разобрать по кусочкам все наши беды, победы, плюсы, минусы, и мы можем превратиться в экспертов очень жестких, и будем прямо критиковать, говорить, что это измените, это поменяйте, это не пройдет, здесь мы вам не поставим высокий балл. И прямо на берегу, если говорить про то, что вчера вот я заслушала, и вы, я думаю, что многие из вас тоже посетили этот вебинар на YouTube, вот прямо сразу к запрещенным расходам. Давайте сразу, эти вопросы могут напрашиваться, они у вас могут быть сейчас в голове. Кстати, мы увидели, что сколько у нас зарегистрировались на портале? Всего 7 человек, 7 организаций, маловато, коллеги. У нас сегодня на дворе 6 июля, пролетит все мгновенно. И чтобы не получилось так, как в грантах главы нам звонили администратору и называли его не очень культурными словами, что конкурс закончен, они не успели подать заявку. Вот чтобы вот этого не случилось, давайте мы заранее с вами, по крайней мере, начнем вбивать. Потому что мне всегда очень удивляет, когда вот так с флешкой приезжает к нам, один раз, не буду называть район, приехали с района, дают флешку и говорят, смотрите, у меня здесь проект. Я говорю, очень хорошо. А вот я вам сейчас дам, вы же ресурсный центр, вы быстренько его вбейте вот туда, зарегистрируйте, а до окончания приема заявок оставалось буквально 8 часов. Я говорю, я не волшебник, я только учусь. Это раз, а во-вторых, мне это не надо. Это нужно именно заявителю, да, тот, кто сейчас разрабатывает. Мы такое делали только для арктических районов, Анабарский район, еще, не буду врать, какой район, когда действительно нет никакой связи и онлайн заполнить невозможно. Но я считаю так, что если проект актуален, то есть представители в городе Якутске, и вот Момский глава родовой общины нашел здесь все-таки представителя, коллегу, которая проживала в Момском районе и даже работала в администрации Момского района. Я думаю, что нужно найти таких ресурсных человечков, которые смогут за вас это сделать. Поэтому лично у нас вот ресурсный центр Арктика проект, мы вбивали его месяц. Понимаете, разрабатывали, вбивали, спорили, сокращали, убирали, правили. И как нам эксперты сказали вот с Челябинской области, покажите еще в конце проект своему другу и скажите, что это не ваш проект, а проект Ивана Ивановича Иванова, очень хорошего человека, который вот тоже ко мне обратился. И тогда без всякой предвзятости друг, если он настоящий друг, он увидит все ваши ошибки, не будет говорить, что ой, какой прекрасный проект. Нет, он увидит то, что нужно дополнить, доработать, и глаз замыливается, когда месяц сидишь в одном интерфейсе
и разрабатываешь один и тот же проект, вот у нас был ресурсный центр «Арктика», и здесь уже можно работу над ошибками, бывает сложно, такое выгорание происходит. Вот тогда отправьте его в ресурсные центры, в один из ресурсных, у нас их несколько, вы можете отправить его к нам, а лучше еще показать вот другу. Мы всегда показываем друзьям и, кстати, в других регионах. Вот тогда точно мне задают вопросы, а почему такой дорогой перелет? А докажи, а вставь, пожалуйста, ссылку на Skyscanner, что перелет Якутск-Тикси-Якутск действительно стоит 50 тысяч. Ты должна это мне доказать. Я живу в Самаре, я ваши расценки не знаю. И роскошь это для вас или не роскошь, для меня непонятно. Может быть, это ты собралась лететь бизнес-классом, например. Вот, поэтому мы каждый шаг свой должны доказать. Почему? Потому что эксперты рандомно будут распределяться. Два эксперта будут смотреть ваш проект абсолютно из разных регионов страны. Один, представьте, в Калмыкии, другой в Воронеже. И мы так должны написать, чтобы мы свою, допустим, УРАСУ, который строим на территории для проведения СЭХа, мы должны обосновать. Никто не знает, не было у нас из экспертов, допустим, на территории. Значит, популярно, на языке родных берез, как говорится, и желательно убирать вот эти научные и прочее. Чем проще вы излагаете свою мысль, тем лучше. Еще в обосновании эксперты нам сказали, убирайте, пожалуйста, все эти выдержки, которые очень часто, много букв, до 1000 букв прилагают. Послание президента, послание главы, послание главы района и так далее. Вы можете это, конечно, прикрепить в документах дополнительно, но это делать не обязательно. Поверьте, в фонде культурных инициатив знают послания, особенно федерального значения. Да? И какая сейчас политика в направлении культурных инициатив, точно известна. А лучше говорить о своем отношении, и плюс доказательная база, это может быть исследование, это может быть какая-то действительно научная статья, которую можно в PDF привлечь, это может быть, там видео можно прикрепить, PowerPoint презентацию, которую вы переведете в PDF, вы можете прикрепить и так далее. То есть доказать и показать вы можете. И это всегда сложно, когда начинаются вот эти... Мы раньше сами советовали, что нужно, оказывается, так делать, а нам сказали, что не надо. И это сказали те, кто как раз находится сейчас, в том числе и в экспертном сообществе Фонда культурных инициатив. Значит, что запрещено покупать? Давайте так на берегу. А вы параллельно, коллеги, можете сейчас в чате написать вопросики, которые у вас возникли вот буквально за час нашего общения. А они возникнут, и лучше вы сейчас их структурируете, мы постараемся по возможности ответить, если владеем этой информацией сейчас. Запрещены расходы, непосредственно не связанные с реализацией проекта. Такое бывает. Вот когда я говорю, глаз замыливается, это называется начали за здравие, кончили сами знаете за что. Цель поставили одну, а когда пошли бюджет, это уже самый последний лист, да, там Остапа понесло, как это я называю. И это нам надо, и то надо, и Чурон вдруг за 100 тысяч нам почему-то нужен. А проект направлен на обучение мастеров изготовления чуронов. Такой проект мы тоже видели. Вы спросили, обоснуйте, зачем вам проектом в районе от 70 до 100 тысяч. Сказали, нужно. Ну, по возможности обосновали. То есть, если расходы не связаны с реализацией проекта, и эксперт, может быть, это будет, на ваш взгляд, субъективное мнение, так решит, то будет низкий балл. Расходы на приобретение недвижимого имущества, включая, давайте так, земельные участки, капитальное строительство новых зданий, то есть на строительство нового клуба в селе, где 700 жителей, да, трехэтажного клуба, точно не дадут. Расходов на приобретение алкогольно-табачной продукции, а также товаров, которые являются предметом роскоши. Вот здесь очень интересная была полемика,
и было очень много вопросов про предметы роскоши. Скажите, а рояль – это предмет роскоши? С точки зрения Аласа Бор, горного улуса, это предмет роскоши. А с точки зрения горного улуса клуба, я считаю, что вот это нормально. И вы докажете, что у вас на этом рояле будут музицировать от мала до велика, значит, большое количество людей. И еще там на конкурс Чайковского поедут и так далее. Поэтому все относительно, да. И если у вас маленькая наследственная организация, и, конечно, рояль наверняка по сумме потянет как предмет роскоши. Если у вас республиканского значения проект, и вы приглашаете мэтров культуры международных и российского масштаба, Мариинка, Большой театр и так далее, то, извините, без рояля никак. Поэтому здесь нужно смотреть от масштаба, от географии, и еще раз загляните в ваш устав. Есть организации республиканского масштаба, а есть только наслед, город, улус, район. В названии у вас это прописано, в уставах прописано. Вот, конечно, сложность и большой, наверное, диапазон у таких организационно-правовых форм, как автономная некоммерческая организация и фонд. Вот у нас, почему говорю у нас, потому что у нас 2 фонда, границ не существует. Мы можем с вами, мы можем с такими же, как мы, выйти и написать проект на дальневосточный весь межрегиональный, допустим, вот такой регион. Почему нет? Такое возможно. Вот, на что еще не дают? На уплату штрафов и пеней. Поэтому на берегу, пожалуйста, если нас не просят справку об отсутствии задолженности, это не значит, что не проверят. А эксперты, особенно тогда, когда уже вы точно на соискании гранта будете, ну, как бы, все дороги будут вести к этому. Обидно будет, да, если у вас будет штраф более 1000 рублей. Дальше, расходы, предусматривающие финансирование политических партий. Сейчас у нас предвыборная, пожалуйста, особенно руководители органов местного самоуправления, даже завуалировано. Пожалуйста, не надо вот эти расходы в бюджет вносить. Расходы, предусматривающие финансирование политических кампаний, акций, подготовку проведения митингов, демонстраций, пикетирований. То есть на все на это заранее вы должны знать, вам не дадут средства. И вот критерии заявок я специально здесь вот прямо в табличку скопировать, ставить. Из положения пункт 31, это 5-й блок, критерии оценок заявок на участие в конкурсе. Вы видите, что проекты могут быть, градация следующая, от 500 тысяч рублей, не более 500 тысяч рублей, свыше 500 тысяч рублей и не более 3 миллионов рублей, да, свыше 3 миллионов рублей. И есть такая интересная, уникальная градация, которая свыше 10 миллионов рублей. Ну, хочу сказать, что мы вот посмотрели, на какие культурные проекты фонд президентских грантов ранее давал. Например, знаете, да, такой конкурс «Маска», театральный конкурс, который достаточно крупный, проходит в городе Москва. И гранты свыше 40 миллионов рублей. Есть проекты и в области образования и культуры и свыше 50 миллионов рублей. Мы такие тоже увидели. Но здесь надо понимать, что это федерального значения мероприятие, которое было, ну, наверное, предусмотрено. Конечно, они прошли конкурс, но я думаю, что в плане мероприятий по Министерству культуры точно это где-то когда-то было предусмотрено или оговорено и так далее. И команда некоммерческой организации очень должна потрудиться, чтобы привлечь и 40, и 50 миллионов рублей.
И давайте критерии оценок посмотрим, тем более, что для некоммерческих организаций здесь будут нововведения. Но так же, как и в прошлом, как в конкурсе фонда президентских, есть такой критерий, как актуальность, но обратите внимание, есть понятие общественная значимость. Вот такого раньше не было. Именно общественная, не социальная, не культурная, а общественная. То есть вы должны понимать, что не только да, культура нас интересует, а еще раз повторяю, социальный проект – это социум, это для населения, для людей. Значит, кому станет хорошо от этого проекта? Соответствие творческой концепции проекта тематическому направлению очень важно, да, и мы с вами посмотрели, что тематические направления различные, они такими прямо крупными мазками, нужно здесь файлы сложить и направления, и вот эти вот тематики, которые мы говорили ранее. Дальше. Логическая связность и реализуемость проекта, прямо единичка, коэффициент. То есть в проектировании есть такой секрет – логика проекта. Если вы поставили цель, задачи, определили, оттуда у вас вытекают мероприятия, которые вы будете проводить и будете достигать какого-то результата, но бюджет у вас в итоге вы просите на то, чтобы купить автомобиль для перевозки неизвестно кого, неизвестно куда, логика проекта рушится и вам ставят баранку. То есть 10-бальная система, если мы получаем двоечку, то, соответственно, пройти нам будет очень сложно. Уникальность творческой концепции проекта тоже интересный новый абсолютно критерий. Вот я не знаю, наверное, только вы, коллеги-профессионалы в области культуры, можете мне дать ответ, что такое уникальность творческой концепции проекта. Здесь вот именно такой у нас есть критерий ФПГ, как инновационность, да, и всегда его очень сложно достичь. Ну, например, как я буду инновационно организовывать кружок игре на органных инструментах? Как же это сделать инновационно? Или как это сделать уникально, да еще и творчески? Вот поэтому, конечно, здесь, что называется, уже не подсмотришь и не подглядишь. Здесь уже какие-то ноу-хау должны быть, инновации в том числе. И я думаю, что если это Арктика, то и если есть возможность онлайн, то это что-то должно быть, может быть, онлайн или с применением каких-то новых технологий. Ну, здесь, коллеги, наверное, вы больше компетентны, чем я, потому что в области культуры я сразу хочу сказать, что я не спец. Дальше, реалистичность бюджета проекта. Очень часто бывает, что бюджеты мы завышаем. А вдруг нам дадут 3, говорим мы, ну 3 миллиона. Или дайте 10, мы же красивые, белые, пушистые. Но все должно быть логично, связано, просчитано. И есть такой хороший совет: возьмите количество благополучателей вашего проекта, да, количество, возьмите сумму, допустим, 1 000 000 рублей, и разделите на 1000 вашей целевой группы. Посмотрите. И все, что будет свыше 1000 рублей, я вам честно хочу сказать, эксперты будут уже смотреть под микроскопом. Соответственно, нам сложно с вами выиграть, особенно в отдаленных на слегах, поселениях и территориях, где мало людей. Затраты большие, мы говорим об удаленности, мы говорим о том, что мы вообще отсечены от административного центра весной и осенью, да, когда распутится, когда не замерзнет река. Но все, чтобы, если мы на дорогой проект с вами идем свыше 3 миллионов рублей, все-таки количество благополучателей целевой группы должно быть реалистично и доказуемо. И чем больше людей, тем больше мы можем просить. Такая финансовая грамотность в проектировании тоже есть. Дальше, масштаб реализации проекта. Вот видите, не более 500 тысяч рублей, 0. Абсолютно не влияет, где вы, в селе, в городе Якутске или во всей республике. Вообще не будут на это обращать внимание.
Но как только свыше 500 тысяч эти ваши стартапы растут, аппетиты растут, значит, коэффициент будет расти. Дальше, объем собственного вклада привлекаемых ресурсов. Вы должны понимать, это и ваше бюджетирование, но не весь бюджет вы берете, если это муниципальное бюджетное учреждение, а именно на то направление, которое вы выбрали. У вас, конечно, есть преимущество, ну, например, по сравнению с НКО. У некоммерческой организации софинансирование, если это небольшая НКО, оно мизерное. Но и у нас есть возможности. Мы считаем количество волонтеров, их трудозатраты. Мы считаем вот это помещение, за которое, допустим, оплачивает организация, мы на это не просим, тогда я посчитаю свет, воду, коммунальные расходы, эксплуатационные расходы, все, что сделала уборщица, все, что сделал охранник, вынесли мусор и так далее. Я возьму это все, просчитаю и вставлю в софинансирование. И такая практика тоже есть. Мой автомобиль, на котором я буду перевозить и возить костюмы для фестиваля из одного улуса в другой, я тоже посчитаю, если я не прошу ни на ГСМ, ни на аренду и так далее. То есть собственный вклад, его можно просчитать, и не всегда он в финансовом объеме, именно в деньгах, в грантах и в субсидии. Это можно ну, переложить из материального, человеческого, информационного ресурса, уже просчитать финансовый. Дальше, значимость, успешность опыта заявителя по соответствующему направлению. Там есть такой раздел, не организация, а заявитель раздел, где вы рассказываете о своих проектах. И там нужно обязательно указать количество целевой группы, сколько было привлечено средств или потрачено на этот проект, и какого эффекта вы добились. Соответствие опыта, компетенций команды проекта, и там есть такое заявитель и команда. Один в поле не воин. Проект можно в одиночку разработать, но реализовать его в одиночку невозможно. Это мой личный опыт, и никто не поверит, что один руководитель, один заявитель, один индивидуальный предприниматель пошел и, значит, без опыта не на стартап, а на большую сумму подается с проектом, вам просто будут снижать баллы. И вот этот 10-й интересный пункт, которого не было, и мы с экспертами, это прямо у нас были тут разногласия даже по этому поводу, партнерская поддержка проекта. Есть такой пункт, да, партнеры проекта. И мы раньше говорили о том, что здорово иметь соглашение о сотрудничестве. Это очень хорошо, наверное, у муниципальных учреждений больше соглашения о сотрудничестве, чем у ИП, ООО или НКО. Но, как показала практика, и федеральные партнеры нам говорят о том, что лучше иметь письма поддержки. И не такое письмо поддержки, что вот это оно, солнышко, а великолепное оно, которому мы доверяем. И все. Это не письмо поддержки. Если вы просите у администрации УЛУСа письмо поддержки, там должно быть указано наименование организации, наименование проекта, в какие сроки, для каких целей вы готовы, администрация УЛУСа готова оказать организационную, консультационную, информационную и иную поддержку проекта. Если этих слов не будет, то эксперты очень внимательно смотрят. Иногда ведь мы смотрим, соглашение бывает, пристегивают, которое уже, во-первых, состарилось настолько, что, ну, слово о полку Игореве, наверное, еще помнит это соглашение, образно говоря. Поэтому не надо, мы никого не обманем, и здесь должно быть именно письмо, обращенное руководителю фонда культурных инициатив от главы района о такой-то поддержке на такой-то проект, такой-то организации. Не в общем, что молодцы, ребята, хороший ансамбль. Нет, здесь все должно быть предметно. И посмотрите, коэффициент целых 2 балла именно для стартапов.
то есть для проектов не более 500 тысяч рублей. Значит, партнерская поддержка очень важна. Это своего рода страховка. И вот фишки конкурса, которые я буквально вот вчера вечером их записывая с вебинаров, стараясь специально для вас, я выписала. Это все, что, как говорится, прочитали между строк. Об этом не написано ни в положении, об этом вы не прочитаете на портале. То есть это все из уст господина Карманова, руководителя фонда креативных культурных инициатив, прозвучало в ответе на вопросы, которые задавали эксперты фонда президентских грантов. Такой диалог, который, я уже неоднократно сказала, размещен на YouTube. Коллеги, вы вопросы задаете, да? Есть вопросы? Коллеги у нас фиксируют. А вы, наши администратор, поставьте наши все, значит, выходы в СМИ, YouTube-канал, портал. Через наш портал вы можете зарегистрироваться и как раз на консультацию записаться. Значит, фишка номер 1. Одна команда, один проект. Мы начинаем веерно по всем направлениям ФПГ. Какие у нас только есть, направлять. Ну, то есть мы и пляшем, и поем, и на дуде играем, да, и так далее. Нет, один участник конкурса вправе представить не более одного проекта на участие в конкурсе. Все, точка. Это мы должны усвоить, потому что раньше такого правила не было. Это нововведение. Нет требования к возрасту организации. Новички, стартаперы, пожалуйста, welcome, подавайтесь. Вам нету месяца, а вы уже можете на стартап податься. В актуальности вашего проекта его надо не доказывать, как нам сказали, а в области культуры нужно убеждать. И кто владеет талантом убеждения на бумаге, особенно тот убедит. Дальше. Фонд рекомендует загружать профиль руководителя и команды проекта с портала Созидателей. Значит, вначале вы регаетесь в Созидателях, нужно зарегистрироваться. Для чего? Это, коллеги, тоже KPI отчетный для этих федеральных фондов. Во-первых, вы в следующий раз не будете заново вбивать все свои регалии, опыт, заслуги, кандидатские, докторские и так далее. Все сразу по умолчанию, одним кликом будет и в следующих проектах загружаться. Дальше. В команду вы имеете право пригласить человека, который тоже в Созидателях. Он у вас будет координатором, он у вас будет креативным директором. Сейчас еще я видела в одном проекте архитектор проекта. Смотрите, как красиво. Я, правда, не знаю, что он делает, но он точно какую-то архитектурную среду, вот прямо в самом проекте и его в реализации. Да, креативный директор и так далее. Вот, методист может быть узкие профильные, какие-то в вашей команде, допустим, у нас есть в команде психолог, психотерапевт, юрист и так далее. И мы доказываем, что этот специалист очень нужен для реализации этого проекта. Дальше. В случае, если предмет искусства не подпадает под определение предмет роскоши и точно вы уверены, что он необходим для реализации проекта, заявитель вправе включить расходы в бюджет с соответствующим обоснованием и представить проект. То есть не бойтесь, пожалуйста. Ну, статуя Венеры Милоской, если она вот очень вам нужна, и вы докажете, что она на входе в вашем клубе, без нее никак, то значит отправляйте. Но вам нужно доказать и убедить, да, уважаемых экспертов. Требования к софинансированию нет. Жестких требований, что чем больше у вас софинансирование, тем больше шансов выиграть, вроде бы нет, но по умолчанию все-таки хочу сказать, что это приветствуется. Если у вас 50% софинансирования, к 1 миллиону у вас будет своих 500 тысяч, все-таки это будет говорить о некой гарантии того, что если задержка с перечислением следующего транша, такое бывает, если вы вовремя не сдадите отчетность, если вы вовремя не реализовали ключевые контрольные точки, есть такое понятие в реализации,
тогда есть вот этот люфт, гарантия, что ваши средства пойдут на мероприятие, по крайней мере, за счет организации. Все-таки это приветствуется. Критерии для всех форм участников одинаковы. Нету градации, что индивидуальный предприниматель, ему можно, значит, там особо не креативить, ему логическая связанность не нужна. Нет. То есть все одинаковые абсолютно перед грантооператором. Дальше можно указать, как софинансирование, внимание, ранее приобретенное оборудование и расходные материалы для реализации проекта. Есть у вас арфа, включайте стоимость арфы. Стоит у вас уже фортепиано, включайте. Не хватает только гитары, например, да, и контрабас. Вот арфа и фортепиано будет как софинансирование. Дальше. Можно участвовать в конкурсе как с новыми абсолютно проектами и стартапами, так и с теми, которые уже реализуются в настоящее время. За счет бюджета, за счет грантов главы, за счет фонда президентских грантов и так далее. Единственное, не должно быть сейчас, нам не разрешает, да, и счетная палата будет проверять, нам не разрешает вот это вот дублирование. Раньше четких вот таких не было ограничений. Сейчас все-таки, если проект схож, то мероприятия должны, целевые группы или хотя бы география должна чуть-чуть отличаться. Ну и сейчас я постараюсь как можно быстрее, ну в течение буквально 15-20 минут по проектированию. Это для тех, кто уже сейчас... И сейчас плюсики поставьте, пожалуйста, кто после сегодняшнего вебинара планирует подать свою заявку. Очень важно. Мы 7 увидели тех, кто зарегистрировался, а сейчас увидим, кто планирует сейчас, завтра, послезавтра, в ближайшее время, чтобы мы видели, да, уважаемые коллеги, кто из вас идет в этот бой за грантом. Но вообще это не бой, это творческий процесс. Лично мне, я думаю, моей команде очень нравится проектирование. Это такая, я отношусь это как к рождению ребенка. Ребенок, чтобы родился, должны просто все верхние силы, все энергии должны срастись. И когда проект получается, когда он рождается, когда приходят на него разные ресурсы, это всегда увлекательное путешествие реализации проекта. Поэтому это творческий процесс, и здесь как-то прагматично, с научной точки зрения и так далее, к этому действу, мне кажется, ну, кто подходит, тому сложновато. Вот самое главное – это выбор целевой группы, территории реализации проекта, обоснование проблемы. Еще одна догма, которая, наверное, у меня в голове родилась, у моих коллег – нет проблемы, нет проекта. То есть понятно, что в креативе, вроде бы как я креативный, я художник, я рисую картины. Но нет, все-таки проектирование – это всегда актуальность. Кто конкретно получит пользу от нашей работы, какие люди, группы людей. И какой будет результат. Целевые группы должны быть отражены в результатах проекта обязательно. Мы видим на гранты главы, да, и на гранты ФПГ, как это происходит. Пишут, значит, что есть волонтеры, пишут, что есть школьники подросткового возраста и пишут, что есть люди третьего возраста. А в результатах просто жители села, их там 100, допустим, человек. Непонятно, кто... Какой, есть градации возрастные, есть градации в области культуры, да, талантливая молодежь, в области музыки, в области искусства, в области креативных индустрий, волонтеры, привлекаемые люди, специалисты муниципального учреждения, внешние эксперты и так далее. Мероприятия направлены на решение проблем целевых групп обязательно. Понятно, что если к вам приходят просто муниципальное учреждение, клуб, приходят жители села, да, МАР, Нюрбинского улуса. Они же просто так вроде бы приходят. Но нет, все-таки актуальность, проблематика такая, что давайте так, наша молодежь сейчас уводят в
куда-то вообще третьи силы, вообще непонятно куда, да? Что сейчас идет вот эта вот цифровизация, что мы потеряли связи с поколений, мы не общаемся, не смотрим друг другу в глаза, мы за ужином не общаемся, не то что на какие-то там великие темы сидим и рассуждаем там в кружке, в каком-то клубе с аксакалами села и так далее. И вот когда вы докажете, что именно приходя в клуб с интересными людьми, проводя мастер-классы, посещая, школьники будут получать какое-то духовное богатство, у них будут ресурсы ментальные развиваться, танцуя, кроме культурных, духовных, еще физически. Это ЗОЖ, это профилактика и правонарушений среди несовершеннолетних, это профилактика употребления психоактивных веществ. Это вообще то, что вот мы сегодня с главами обсуждали, депрессивная сейчас обстановка и, я бы сказала, еще агрессивная. Если мы смотрим соцсети, то в соцсетях у нас вот, извините, вот этот троллинг, буллинг, моббинг, это просто уже повсеместно. Почему-то мы разучились радоваться, да, а мы не радуемся, ну, допустим, новому костюму Аграфены Николаевны Филипповой, Августины Николаевны Филипповой, но мы почему-то смотрим в ТикТоке на каких-то непонятных девушек, которые непонятно, чем они прославились и что они вообще в массы-то несут. А ведь в ТикТоке очень много молодежи. И, может быть, кстати, один из проектов – это создание ТикТока на культурную тему, как можно больше подписчиков и через какой-то, может быть, юмор, такую тонкую грань найти, для того, чтобы молодежь привлечь и увести от этих вот, ну, я не знаю, сейчас агенты влияния среди молодежи – это именно ТикТок, которых, извините, и Сбербанк популяризирует, и наши звезды, поп-звезды, чему я очень удивляюсь. Не знаю, может, вы со мной не согласитесь. Обоснование географии, страна, регион, город, поселок. Где, почему будет реализован проект. И главная цель – бить четко в цель. Если мы с вами проблему идентифицировали, например, в конкретном селе идет алкоголизация населения, особенно среди молодых людей, нам нужно решить проблему трудной жизненной ситуации, иногда кризисной ситуации, да, среди молодого поколения в конкретном селе конкретного наследия, то цель нашего проекта будет такая-то, такая-то. Мы уводим оттуда и приводим их в культурное, духовное наследие, передаем их, значит, какую-то историю. Олонхо – это эпос, да, это то, что предки, которые населяли эту землю, может быть, это какие-то сказания и так далее, и так далее. Еще не забывайте, что у нас многонациональная республика, очень много культур, идет вот это вот смешение и уважение, почитание других культур, других религий, это тоже очень важно, что называется секуляризмом, да, называют его толерантностью, но есть такой термин секуляризм, когда сосуществуют жители в одном селе с разных национальностей, разных вероисповеданий, разных культур, но цель у нас одна. Цель проекта, да, по смарту всегда измеримо, достижимо и конкретно. Достижение цели проекта. Кстати, сейчас напишите в группу, как вы считаете, сколько целей должно быть в проекте? Что пишут наши уважаемые? Ну, давайте мы с вами чуть-чуть поразмыслим. 1,5 часа, сейчас скоро будем закругляться, может быть сложно для восприятия, но давайте мы подумаем, как вы считаете, в одном проекте сколько должно быть целей? И цель – это не миссия, пишут одна, еще что пишут, сколько? Кто больше, как говорится? 2 пишут, хорошо, кто больше? 2. Ну, вот смотрите, здесь 3 мишени, да? Сколько показали вы? Не вижу. 1. Верно, все-таки цель должна быть одна.
3 цели – это государственная программа в области культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Тут 3 мишени, значит, мы можем достичь 3 цели, но, точнее, достичь 3 мишени путем реализации одной цели. Мы проблему должны вычленить одну. Допустим, алкоголизация, трудная жизненная ситуация, бездуховное, безнравственное молодое поколение. Доказать это сложно, но, может быть, вы какую-то статистику приведете, а может быть, даже анкетирование среди жителей быстренько проведете или фокус-группу. И для достижения цели вам нужно в проекте сделать только одну цель, и чтобы ее достичь, нужно будет решить не более 5 задач. Значит, ставим перед собой цель, да, развитие духовного начала у подростков и молодого поколения конкретного села, конкретного улуса, да, за конкретный период. Но не более 5 задач. Я вообще не советую, если проект небольшой, на 500 тысяч, больше 3 задач, вообще не нужно ставить. И особенно если проект на полгода, нереально нам достичь, правда, за полгода 5 задач. И я всегда, у меня, например, такой совет, когда мы проводим семинары, мы обучаем таким образом. В каждой задаче, да, которая является составляющей цели, она решает конкретную проблему на пути к достижению цели, должны быть целевые группы. То есть, если у нас с вами есть целевые группы волонтеры, молодежь и старшее поколение, значит, одна задача будет направлена для того, чтобы достичь цели, что мы будем делать с молодежью. Вторая задача со старшим поколением. Третья, волонтеров вообще-то надо найти и обучить. Просто так одеть на них футболки, бейсболки и сказать «Привет, ты волонтер культурного мероприятия» нельзя. Это технологии, ею надо обучать. И результаты. Вообще-то любой проект делается ради достижения количественных и качественных результатов. Результаты должны быть, коллеги, достижимы, реальны, адекватны и конкретны. Если мы с вами Брюс Уиллисы, то, конечно, мы пишем, что мы спасаем весь мир. Но мы не Брюс Уиллисы, мы всего лишь конкретная организация, конкретной географии и действуем для конкретной цели. Поэтому количественный результат. По головам посчитали людей, которые ощутят позитивные изменения после осуществления вашего проекта. Вы их измерили, они у нас адекватные, конкретные. И качественный результат очень сложно. Социальный эффект бывает отложен, в том числе в культурных проектах. Это конкретные изменения, которых вы добьетесь. Допустим, что значит, знания обретут наше молодое поколение, они будут более подкованы, у них появятся духовно-нравственные какие-то ценности, да, и качества, что специалисты, которых мы подготовим, привезя эксперта из города Москвы, из Большого театра, у нас просто на голову повысит свой профессиональный, значит, уровень. Вот примерно такие качественные результаты. И постановка задач, это значит, у нас была проблема, она есть сейчас, и что должно быть после того, как мы ее решаем при достижении цели. Поэтому, пожалуйста, реалистичность. Мы не можем с вами за год, к сожалению, сделать трезвым село, которого не было трезвым в течение поколений каких-то. Одно поколение – это 20-25 лет, да? Поэтому очень аккуратно ставьте задачи и цели, потому что вам результаты нужно будет достичь. И если вы пишете, что благодаря социокультурным мероприятиям у вас 100 женщин перейдут на путь трезвой жизни, то это тоже будет практически недостижимо. И нам потом придется писать письмо в фонд о том, что, извините, мы не достигли, что-то мы чуть-чуть переборщили. И на каждую задачу, смотрите, вот этот слайд, мне кажется, все показывает. Больше даже ничего говорить не надо. На каждую задачу должно быть не менее 2 мероприятий. Бывает 8 задач проект, 3 мероприятия.
Смысл. Это говорит о том, что логика, вот этот критерий, третья логическая связанность, реализуемость проекта, 0, баранка. Одна цель, 3, 4, 5 задач. У каждой задачи внутри сидят скрыты целевые группы и не менее 2 мероприятий. Хорошо, проект маленький, 3 задачи, 3 мероприятия. Окей, ну тогда обоснуйте. Тогда это такое должно быть мероприятие, которое охватит и которое действительно приведет к качественным, количественным изменениям. Там есть календарный план, в котором обязательно в ожидаемых результатах вы должны будете прописать возле каждого мероприятия ваши качественные, количественные результаты. И вот это вообще схема, которую я вам сейчас даже рассказывать не буду. Я советую ее вам сфотографировать. И когда вы будете проектировать и проверять свой проект, нужно идти строго по этой схеме. Эксперты будут проверять по этой схеме. Нам этот ящик Пандоры открыл Илья Владимирович Чукалин с командой во время гражданского форума, когда они привезли вот эти чек-листы и схемы, и мы очень многое, как ресурсные центры, для себя узнали. И тогда ошибиться невозможно. И проиграть тоже невозможно. Мы проигрываем почему? Потому что мы иногда торопимся, иногда мы не верим в свои силы, а иногда мы их переоцениваем. Мы не читаем положение, и мы просто должны понимать, что музыку заказывает в прямом и в переносном смысле грантооператор. Грантооператор нам говорит о том, что только такая схема и больше никакая. Соответственно, мы должны уважать грантооператора, тем более это средства, которые выделены в фонд из федерального бюджета. И все время мы должны будем вспоминать о том, что это гранты главы, гранты президента Российской Федерации. Типичные ошибки, быстро пробегусь в заключение, неглубокое изучение причин проблемы целевых групп, не можем сформулировать, обосновать, неправильный выбор целевой аудитории, из-за пропуска этапа исследования обоснования проблемы целевой группы не могут правильно поставить цель задачи проекта, подобрать наиболее эффективные мероприятия, непонимание, как измерить результаты проекта, что очень сложно в культуре, я соглашусь, особенно качественное несоответствие масштаба обозначенной проблемы и ее выбранного решения. И в качестве обоснования проблемы приводится только собственное мнение. Я решил, мне кажется, по-моему, нет, нужно подкрепить доказательства, ссылка на статьи, исследования, статистические данные, может быть, ваше анкетирование, все пригодится. Действия по принципу «чем больше, тем лучше». Авторы заявки выбирают много целевых групп, раздувают результаты, путаются цели с задачами, задачи с мероприятиями. Заявитель не до конца понимает, как должна быть составлена заявка, чтобы эксперт ее хорошо оценил, не разбирается в критериях оценки, о чем мы говорили. Ну и в завершение хочу сказать, что вы наши координаты, Леонид, отправили. Сохраните наши телефоны. Значит, у нас есть YouTube-канал, Instagram, Facebook, но главное на наш портал, когда вы зайдете, мало того, что вы запишетесь на консультацию, на экспертизу проекта, вы можете разместить свой проект при регистрации на карте гражданских инициатив. Это может быть и лидер, это может быть НКО, гражданская инициатива, социальный предприниматель. Если у вас нет сайта, а вам нужно доказать информационную открытость, то, в принципе, вы сможете, разместив свой проект на нашем портале, ссылочку прикрепить, что ваш проект, он размещен. Ну, а пример вчера и сегодня у нас, это еще карта для шеринга, для обмена ресурсами, для фандрайзинга, для привлечения ресурсов. Вчера на этой карте нашли мебель «Союз писателей», доктор Коун к нам придет, да, за ресурсами, можно найти волонтеров, автомобиль, мебель и так далее.
Это была карта, наша идея, но поручение господина Солодова. Реализовали мы этот проект на средства Потанина, благотворительного фонда Владимира Потанина. Вот это наша команда, мы такие. Приходите в гости, когда будет у нас меньше дыма и коронавирус отступит. Мы готовы к сотрудничеству, и сейчас я бы хотела посмотреть, значит, ваши вопросы. Сейчас посмотрим ваши вопросы. Основные отправили. Есть, спасибо, вижу. А вопросы есть, да? Контакты, презентации на электронную почту отправите, Александр Павлович Наговицын. Если вы оставили свою обратные координаты, то мы обязательно отправим. Одна конкретная цель, задач несколько, молодцы, максимум 2. Надо определиться согласно с идеями. Желаю вам удачи. Я вопросы не вижу, можете задать? У меня вопрос про пункт 8.1. Материалы, подтверждающие актуальность и общественную значимость проекта. Какие материалы могут быть? Ну, во-первых, я вам сейчас про проблему. Вот эта актуальность, это и есть проблема. Я про это говорила. Как вы можете подтвердить исследование, статистика, анкетирование? Что еще? Значит, материалы прикрепить в презентации PowerPoint, которые вы переведете в PDF. Дальше там есть видеоматериалы, фотоматериалы, да, которые тоже в презентации можете разместить. Там вы можете показать, вот было так, вот посмотрите, у нас вот такой двор, например, да, или вот здесь встречается наша молодежь, вот эта фотография. Это тоже актуальность, да. Актуальность, еще раз, это проблематика, ее нужно сформулировать. И есть регламент требований к оформлению заявки и проекта. Регламент вы имеете в виду количество страниц. Если вы в PDF переведете вашу заявку, и у вас будет 100 страниц, эксперт просто устанет. Вот так я вам отвечу. У нас такое было. Мы немного увлекались, у нас был очень большой объем информации в заявке, и когда мы другу отправили на проверку, друг из одного региона сказал: поберегите, пожалуйста, наши глаза и силы, сократите. Так, там в основном будут учить северян делать сувениры, предметы быта. Не знаю, возможно, зависит от проекта. Кузнечное дело, возможно. Нам надо сохранить наши исконные, традиционные, да, культурные традиции. Я считаю, что это тоже очень важно. Но у кого как. Но знаете, вот эти сувениры, это тоже важно. Мы экспертов отвозили на Ленские столбы. Что отметили уважаемые федеральные эксперты? Все сувениры, которые продаются в лавке, сувениры на Ленских столбах в природном нашем парке, made in China. И они отметили, что это просто ни в какие ворота. При той культуре, мы выезжали в горный район, да, мы показывали различные проекты, защищали онлайн, мы делали ярмарку проектов. Они были очень удивлены. Так, наверное, может быть, нам побольше-то и надо делать сувениров, и почему бы нам в дальнейшем их не продавать. Тем более, если это ИП ООО, их основная цель – это извлечение прибыли. Можно ли участвовать в проектах по благоустройству прилегающей территории библиотеки? Вот смотрите, коллеги, если это будет только строительство спортивной или детской площадки, то нет. Если в контексте проекта вы делаете некий портал, вход в библиотеку, очень интересные, тут сказки Пушкина у нас, тут у Лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том и так далее, но это я сейчас просто фантазирую, то тогда возможно. Но мы, к сожалению, видим, есть один улус, который на гранты главы подал исключительно благоустройство. И я бы хотела отметить низкую проектную культуру этого района. Я его называть не буду. И это прямо видно, что муниципалитет свои все ямы, колодцы, разрушенные кровли хочет закрыть путем грантов
Илдархана. Это неправильный подход, и проектирование – это не решение муниципальных проблем. Если я ответила на ваш вопрос, возможно, ну, я постаралась, по крайней мере. У нас проект на содействие занятости путем распространения опыта участников телепередачи на НВК Саха по культуре. Он подойдет, интересно. Вообще вопрос по занятости очень сложный стоит. Я сама консультировала одну организацию, у которой великолепный проект по профилактике безработицы среди молодого населения. Но у нас такое ощущение, что как будто бы это эксперты считают, что это государственная проблема или региональная. Поэтому здесь надо смотреть, но телепередача – это сама уже область, так скажем, медиа, да, но заметьте, что там было новые медиа. Значит, телепередача должна быть какая-то уникальная, не просто заплатили за эфир, но она еще у вас будет выходить в Ютубе, она у вас, возможно, где-то отразится там, я не знаю, в стриме в Инстаграме и так далее. Новые медиа. Обратите внимание, мы не поддерживаем, я не думаю, что федеральный грант будет поддерживать национальную вещательную кампанию. Здесь надо подумать, к какому типу проектов относятся краеведческие проекты, музеи, частные, ИП, ООО, великолепный музей Гукова в Горностай, Булунский район. Мы знаем частный музей в Нерюнгринском районе. Вот, краеведческие проекты. Если у вас проект на сохранение исторической памяти, то, конечно, это тоже. Я знаю, проект был поддержан в Намском районе, когда дети, школьники вместе с писателями, краеведами, историками выезжали в Крым, изучали, где воевали наши соотечественники, земляки, находили даже погребения, в том числе своих родственников. Это все было в книге, затем эта монография была издана очень хорошим тиражом, и вот это хорошая краеведческая история. Но в то же время эксперты федеральные сказали, не увлекайтесь книгами. Если книга, то должен быть онлайн-вариант, то вы должны его разместить где-то в доступе в открытом, потому что сейчас книги, к сожалению, напечатанную дают все меньше и меньше. Сколько проектов может подать одно учреждение, я говорила, одна команда, один проект. Одно учреждение, один проект. Место проведения национального праздника ИСЭХ. Но вот место проведения – это опять про благоустройство. А возрождение национальной традиции, встреча Нового года, да, вот проект, наше развитие наших духовных ресурсов, и одно из мероприятий – это проведение на такой-то местности, в таком-то помещении, бюджет просите на строительство. Возможно, но если сразу видно, когда проект и строительство ОРСы, ну это так и видно, как бы вы его волшебно не назвали. Поэтому здесь должно быть в контексте проекта. Это будет решение одной задачи, да, строительства ОРСы, но должны быть еще какие-то задачи и другие мероприятия. Сколько проектов может подать, это мы сказали. На создание художественного фильма обязательно могут дать. И мультипликационного фильма, и трилогии, и сериалы, и так далее. В зависимости от ваших возможностей, задач. И, опять же, устав посмотрите, пожалуйста, можете ли вы крупный, допустим, фильм. Проекты по развитию уличной спортивной культуры. Здесь спорт. Да? Сразу спортивная культура уходит в фонд президентских грантов, пожалуйста, в сентябре. Это ЗОЖ направление, спорт. Пожалуйста, в сентябре подавайтесь. Знакомый случай с флешкой, пожалуй, в каждом ресурсном центре такое есть. С флешкой, ну да, Екатерина, добрый день, мы вас узнаем. С флешками, да, к нам до сих пор приходим, мы очень удивляемся. Мы, конечно, Чип и Дейлы, но не настолько. Так, в Хангаласке приедем, недавно там форум провели, посмотрите на мою камеру, Никита Литвинников, я смотрю, не знаю, вы здесь с нами или еще нет. Ну, все, здесь понятно, сейчас самый низ еще 13
сообщений постараемся. Пункт 8. Письма поддержки обязательно, коллеги. И у нас есть поручение Ольги Валерьевны Балабкиной, чтобы мы, как ресурсный центр, совместно с Министерством по делам молодежи, прямо отслеживали эффективность подписанных писем поддержки. Поэтому можете прямо нам отправить на проверку. Вот что. На тот адрес укажите еще раз, пожалуйста, наши координаты, и мы вам проверим и скажем, да, это письмо пойдет, нет, это письмо не пойдет. Кстати, очень хорошее, очень много идей, так это все мы видели. И в заключении у нас, можно написать продолжение проекта, да, расширение географической культуры, да. Я же говорила, что одной из фишкой является именно продолжение, потому что в области культуры, так же, как и науки, так же, как образование, все-таки проекты в долгосрочно больше, да, чем, допустим, в соцзащите. Дальше документальный мы ответили. Киносценарий, есть 70 больше страниц. Киносценарий это не проект, но если этот киносценарий приведет ко второй стадии, вы напишите дальнейшее продвижение, что родится фильм, я думаю, что да, но только сценарий, это, конечно, не проект, это будет одно мероприятие, поэтому вам нужно краеведческое что-то, вы какие-то находите материалы, вы сидите в архивах и так далее, потом вы разрабатываете сценарий, вы приглашаете, может быть, каких-то режиссеров интересных или делаете конкурс на лучший сценарий. Вот это может быть проект, но это я сейчас тоже фантазирую. Наш музей истории города Якутска готовил проект на Потанина по теме 3D-моделирования. Так, было дорогое оборудование, да, действительно, дорогое оборудование, но ваш музей истории города Якутска, он рассчитан на всю республику. Это была стройка федерального уровня, да, это федеральный проект, поэтому я думаю, что здесь надо доказать и показать. И мы встречались с вашим руководством, 3 проекта у меня лежит на столе на экспертизе, я проверю, вам сообщу о проекте по сохранению истории забытых деревень. Это тоже история, здесь граница такая между, да, краеведением, но если это приведет к некому такому будущему, может, виртуальному музею, если это приведет к некому порталу, где будут прямо карта забытых деревень и каких-то культурных, может быть, мест силы, где встречались наши предки, рода и так далее, то почему бы и нет? Ну, допустим, вот за Шиверск я знаю, что есть хороший проект «Абыйский район», на Росмолодежь они подавали, и, ну, по-моему, они не выиграли, но эта история очень интересная, когда именно поиск заключалась в том, что, вы знаете, это церковь, да, которая практически разрушена, но они искали 3-й колокол, и искали-то ее молодые люди, и поэтому вот это сохранение той памяти, о которой речь, то есть такие проекты, я думаю, они нужны и важны. С нами очень приятно режиссер Эдуард Новиков, отлично, контакты мы указали, спасибо, полезно. Республиканский фестиваль детских театральных коллективов, посвященный столетию ЯССР. Коллеги, все так же в контексте, да, нужно еще другие мероприятия. Сделайте, пожалуйста, ну, какой-то спектр мероприятий, может быть, еще конкурс коллективов и так далее. Но у меня вроде бы все. До новых встреч. Я, коллеги, готова буду с вами встретиться, и наши эксперты в том числе. Хочу с вами очень познакомиться поближе. По WhatsApp идеи, вот смотрите, тоже самый главный ресурс, знаете какой, я всегда говорю, это временной ресурс. Идеи это здорово, попробуйте упаковать вашу идею в проект, но задать вопрос вы всегда можете, мы вам не откажем. Но лучше, когда есть консультация, и это будет консультация, и второй уровень, это уже готовый проект 100% под ключ сделан. И если вы нам доверяете, мы заходим и смотрим. Либо под логином, паролем
либо вы отправляете PDF скачанный, мы вам гарантируем, что ваш проект не будет тиражирован, открыт, распространен и так далее. Мы понимаем, что вы творческие люди, что интеллектуальная собственность – это очень дорого, мы знаем, как нам сложно всегда ее сохранить, да, поэтому мы уважаем все проекты, и из-под нашего пока крыла еще ни один проект не был тиражирован, кому-то предоставлен и так далее. Я надеюсь, что нам было интересно с вами. Будем продолжать. Мы только за то, чтобы наша республика стала духовно, нравственно, культурно наполнена ресурсами, и чтобы у нас наши идеи, национальные идеи, чтобы наша память поколений, да, чтобы наши великолепные идеи на таких отдаленных уголках арктических, наслеженных, сельских, чтобы они возрождались в жизнь. И я абсолютно уверена и готова вас мотивировать на то, что если ваш проект нужен, актуален, своевременен, то он обязательно найдет ресурс. Обязательно. Я желаю вам успехов в этом интересном плавании, которое называется проектирование. Всего доброго.